Доброе утро, Якутия! На календаре 14 апреля, пятница. И сегодня эту трудовую неделю завершаем вместе с вами я, Полина Долинская. Обещаю, что эфир будет сегодня очень интересный и насыщенный. И вот почему. Мы уже говорили об этом еще вчера. Сегодня у нас будет несколько подключений из Алданского района. Мои коллеги Дарья Анкехова и Руслан Ачиров сегодня будут работать в поселке Лебединое. И в течение сегодняшнего эфира будут вещать именно оттуда. Ну а здесь мы традиционно вам подготовили наши рубрики «Полезный завтрак», «Мой питомец», «Музейный гид» и «Даты и события». И наш пятничный выпуск мы завершим музыкальным клипом. Кстати, сегодня мы опять разыгрываем билеты на концерт группы «Кватро», который состоится уже в это воскресенье. Группа «Кватро» – это 4 талантливых вокалиста, выпускники Академии хорового искусства имени Александра Васильевича Свешникова. Антон Баглевский, Антон Сергеев, Леонид Авруцкий и Данила Карзанов. Квартет исполняет романсы и классику в современной аранжировке, советские шлягеры и мировые хиты на русском и английских языках, а также создают мелодичную авторскую музыку. Творчество «Кватро» знает и любит вся Россия. На концерты популярного коллектива приезжают из разных уголков нашей необъятной родины. И в этот раз они посетят и наш с вами регион со своей концертной программой. Ну и по традиции мы начинаем наш эфир с информации о погоде за окном. По данным на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составляет 4-19 градусов мороза. В заречной группе -5, -19 градусов. В южных в это утро в городе Алдане -14, -8 градусов в Нерингре. В Вилюйской группе от 14 до 20, в Нижнеленских 10-11, в западных 12-14 со знаком минус. В Колымо-Индигирской группе улусов в это утро прохладно. -11, -24 градуса. В Вятских 12-22, на северо-западе 12-26 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила -3, -4 градуса, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают северо-западный ветер с порывами до 7 метров в секунду, а днем столбик термометра покажет 3-5 градусов со знаком плюс. Сегодня православные отмечают Великую Пятницу, которая посвящена воспоминанию святых спасителей страстей Господа Иисуса Христа. Пятница – самый строгий день Страстной недели. И согласно календарю питания, верующим надлежит воздержаться от любой еды до выноса в храм Туринской плащаницы, то есть с утра до 15:00, полностью отказаться от пищи. После можно утолить голод суходеянием – салаты, овощи, фрукты, сухофрукты или орехи. Позволить себе это может только здоровый и подготовленный человек, поэтому верующие страдающие язвой желудка, диабетом, гастритом или другими заболеваниями проводят Великую Пятницу на постном хлебе, кашах и воде, максимально простой пище. В Страстную неделю нельзя шутить и веселиться. Можно заниматься домашними делами, убираться, но при этом можно также и печь куличи. Как и обещали, сегодня мы будем знакомить вас с еще одним поселком в Алданском районе. Это Лебединый. Откуда произошло такое романтичное название поселка, чем и как живут там люди, о чем мечтают, узнают сегодня наши корреспонденты, которые сейчас выйдут с нашей студией на прямую связь. Дарья, Руслан, вы сейчас в прямом эфире. Сейчас как раз они находятся в хлебопекарне, где вовсю начинают печь пасхальные куличи. Ребята, мы ждем последней интересной информации. Доброе утро, Полина. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы о великом празднике Пасха поговорим чуть-чуть попозже, но сейчас я бы хотел вас познакомить с тем местом, где мы находимся. Это поселок Лебединый, и я сейчас иду по центральной улице поселка, это улица Октябрьская. Поселок Лебединый был основан в 1927 году, и связано это было с открытием золотоносного месторождения. В то время он назывался Верхнесталинск. И надо отметить, что в этих местах концентрация золота составляла 14 грамм на 1 кубический метр в те времена. В 1962 году поселок был переименован в поселок Лебединый. И своему такому романтическому названию он обязан одной старой легенде от местных жителей, которая гласит, что
лебеди, когда перелетали в теплые края, отдыхали здесь на отрогах местных гор. Сейчас, конечно, здесь нет таких крупных предприятий, как в советское время, но, тем не менее, люди живут, работают, поселок развивается. И я сейчас подхожу к одному из предприятий, которое начинает свою работу задолго до 9 часов утра. Это пекарня, которая снабжает хлебобулочной продукцией практически весь Алданский район. И здесь сейчас находится моя коллега Дарья Анкехова, которая, конечно, познакомит с коллективом пекарни и расскажет много интересного. Доброе утро, Дарья. Здравствуйте. Доброе утро, Руслан. Привет, Полина. Ну и, конечно, доброе утро, дорогая наша республика. Мы находимся в потрясающей пекарне, где работа кипит круглосуточно. Ну а утро здесь всегда позитивное, доброе. Ну а сегодня оно красочное, потому что в преддверии Пасхи здесь вовсю готовят куличи. Обратите внимание, какая красота у нас сегодня на столах. Ну а я хочу представить вам человека, который работает здесь уже много лет. Это директор пекарни Валентина Алексеевна Симон. Доброе утро. Доброе утро, Даша, доброе утро, ребята. Вы знаете что, я хочу сказать доброе утро всей Якутии и всей стране. Да, в преддверии этого праздника девочки, это Людмила Александровна, это Татьяна Владимировна, это Любовь Николаевна, они стараются, они пекут. Рецепт замечательный, куличи отличные. Вы знаете, они стараются и пекут с самого раннего утра. Интересно, есть ли у вас какая-то изюминка в куличах? Фишка, если бы это сказала вот молодежь нынче. Вы знаете что? Фишка, она, конечно, она есть. Но самое главное, когда человек вкладывает сюда душу и свой опыт, свой богатый опыт. А девочки трудятся. Они уже на протяжении многих лет. И выпекают они до 500 тонн куличей. 500 тонн куличей. Ой, 500 килограмм. Килограмм куличей. Ну, хорошая такая оговорочка. Дай бог, чтобы по 500 тонн у вас потом было, да? Хорошо, пекарня работает сколько лет? Давайте вспомним немножко историю. Вы знаете что, работаем мы с 90-х годов. 27 лет я уже вот здесь и в пекарне, и кондитерка. Сначала, конечно, это был маленький цех, сейчас мы выросли. Вот. Ну и со мной вместе работает уже 24 года наш бригадир, наш технолог, наш Где мастер. Вот она, Людмила Александровна. Людмила Александровна, как вас не поприветствовать? Значит, вот эти все рецепты – это ваших рук и вашей головы дело, да? Ну да, в основном да. Откуда берете рецепты? Вот проснулась и думаете, хочу сделать это? Или все-таки подглядываете где-то опыт, Не, рассматриваете конечно, коллег? где-то подсматриваю, где-то своего добавлю маленько. Попробуем, испекем что-то, вот что-то надо вот еще вот как-то вот. Ну это как-то интуиция, что ли, подсказывает, что вот надо. Но в итоге получается очень даже хорошие даже рецепты. А да. есть ли у вас такая выпечка, которую прям гордитесь? Думают, ничего себе, какая я молодец, вот это да, придумала, а люди полюбили. Восточная сладость, пахлава. Очень даже вкусно, берут люди на расхват ее. Вкусно у нас синнабоны с корицей, булочки такие очень даже вкусные. Творожные завитки, а также у нас очень вкусный медовый торт. То есть, Он смотрите, тоже пользуется спросом, люди очень хвалят. интересно тогда, что вы идете в ногу со временем, да? Не просто там хлеб, булочки, да, такие, которые, Ну да, наверное, уже любят все. стараемся, У вас и, и синнабоны-то у них есть, да? Учитываем пожелания людей, прислушиваемся к мнению, потом стараемся что-то разработать еще, что-то добавить, чтобы наш клиент остался доволен, покупатель. Спасибо большое. Мы, наверное, вас отпустим, а то, не дай бог, там что пригорит. Знаете, можно я еще немножко добавлю? Людмила Александровна, она немножко скромничает. Она, знаете, она делает очень великолепные торты. У нее торты шедевры. Это она делает и на дни рождения, и на свадьбы. Да, и каждый торт, он очень уникальный. Такой же уникальный, как она сама. А если говорить о том, что вот Лебединая, что больше всего вот любят жители этого поселка?
Вы знаете что? Ну, конечно, преобладает это хлеб. Хлеб, он каждый день, это всему голова. Но у нас есть ноу-хау, нововведение. Мы делаем чиабатту. Никто у нас по району не делает, а мы делаем. У нас вот есть пекарь Артем Александрович. У него это очень хорошо, здорово получается. Потом мы делаем фитнес-хлеб с орешками, с фруктами. Тоже очень пользуется спросом у людей. Вот очень интересно, да? А вообще работа сложная в пекарне? Молодежь сюда активно идет? Вы знаете что, работа сложная. Во-первых, это работа ночная выпечка. Потом, молодежь, конечно, молодежь не с желанием. Вот с кадрами, конечно, как-то бы вот нам бы кадров еще побольше, да. Ну, а те, которые приходят, да, они стараются и учатся, и вкладывают душу. Хотелось бы, чтобы вот этот опыт передать еще молодежи, чтобы это у нас вот куда-то оно пошло дальше и выросло. То есть всю молодежь поселка и вообще района Алданского призываем идти работать в пекарню, правильно? Да, да, пусть это самое. Но опять, видите как, это же вот надо вкладывать душу. Это вот кто, допустим, кому-то что-то дано. Вот дано работать с тестом, да. Конечно, мы бы очень рады были видеть здесь молодой состав. А есть ли какая-то мечта на сегодняшний день у вас? Вы, может быть, хотите какую-то печь приобрести? Может быть, хотите запустить новое направление? Площадь увеличить, может, хотите? Или праздник устроить такой, где вот будет вся разновидность ваша на столе? Вы знаете что? Но мы иногда устраиваем праздники. Мы делаем, допустим, ярмарку. Это в Алдане происходит, да, вот, потому что там людей побольше. Да, мы делаем. Тогда девочки собираются и пекут всякие сладости, всякие вкусности. Ну, а мечта? Или всего у вас есть достаточно? Ну, у нас вроде бы как все есть, все у нас замечательно. Самое главное, что я хочу всем якутянам пожелать здоровья. И в этот замечательный праздник, в праздник Светлой Пасхи, пусть все будут счастливы, пусть всех хранит Господь. Ну что, спасибо большое, Валентина Алексеевна. Полина, мы передаем тебе слово, ну а сами мы пока пойдем попробуем, наверное, какую-нибудь вкусную выпечку. Ой, вы знаете что? А мы же для вас приготовили пирог. Пирог у нас есть сладкий. Да? Ну, да. Вот, собственно, мы пойдем пить чай с пирогом вкусным, сладким. Ну, а с вами увидимся чуть позже, потому что нас еще и ждут интересные встречи, ведь мы находимся в замечательном поселке Лебединый Алданского района. Не прощаемся, увидимся чуть позже. Даша, Руслан, большое спасибо. Было очень вкусное включение. Ну и, конечно же, приятного вам чаепития. Приятного чаепития всем, кто проснулся и включил телеканал Якутия-24. Мы прервемся на некоторое время, но вы не переключайтесь. Еще много интересного будет в течение нашего пятничного эфира. Так что смотрите телеканал Якутия-24. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Кремле не исключили участие военных с СВО в параде 9 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие военнослужащих, задействованных в военной операции в Украине, в параде Победы на Красной площади теоретически возможно. Песков не ответил на вопрос о том, кто из зарубежных лидеров получил приглашение на парад и может приехать на него. Подготовка парада, тем не менее, пока продолжается. Мероприятие в Москве решено проводить на фоне отмены аналогичных мероприятий в Курской и Белгородской областях. Их власти объяснили решение соображениями безопасности. В Якутии будет продолжена работа по восстановлению лесов, пострадавших в результате лесных пожаров. План по лесовосстановлению в этом году составляет 180 тысяч гектаров. На эти цели выделено около 14 миллионов рублей с федерального бюджета. В рамках регионального проекта сохранения лесов нацпроекта «Экология» предусмотрено и более 35 миллионов рублей субвенций федерального бюджета на закупку 7 единиц лесопожарной техники, грузовых автомобилей, автобуса, пожарных автоцистерн, грибных лодок и лодочных моторов.
Более 5,5 тысяч несовершеннолетних от 14 до 18 лет в летнее время планируется трудоустроить в республике, сообщила заместитель председателя Госкомитета занятости региона Анастасия Позднякова во время прямого эфира в соцсетях. В основном это общественные работы. Продолжительность рабочего дня для детей составит 3 часа. Также будет организована занятость детей в оленеводческих хозяйствах. Будут выделяться субсидии из бюджета. По итогам организации деятельности по занятости детей в августе 2023 года будет проведен конкурс среди муниципальных образований, победители которого будут награждены путевкой в санаторий. Выездное совещание Ассоциации Аланхо провели в Амгинском Улусе. Мероприятие стало частью подготовки к ИСЭХу Аланхо в районе. В целом в Амгинском Улусе подготовку к празднику начали с прошлого года. Так, ранее проведены мастер-классы по шитью традиционной якутской одежды, конской упряжи, мастер-классы по различным направлениям фольклора. В этом выездном мероприятии Ассоциации Аланхо акцент сделан на организационные вопросы. Приехали более 20 членов ассоциации, провели мастер-классы, очень продуктивно провели беседы по педагогике Аланхо, по подготовке к ИСЭХу Аланхо и по книгоизданию, какие мы должны Аланхо, какие мы должны книги выпустить к 2024 году. И в конце дня со всеми участниками, это у нас очень много сегодня, около 100 участников, приехали из наших всех населенных нашего Амгинского района. Мы приняли резолюцию и наметили планы, прямо дорожную карту подготовки к ИСЭХу Аланхо в 2024 году. Якутские фильмы по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах собрали в республиканском и федеральном прокате 52 миллиона рублей. Рекорды продолжает устанавливать фильм «Айта» режиссера Степана Бурнашова. На данный момент картина собрала в прокате более 15 миллионов рублей всего на 9-й день проката. Почти 12 миллионов рублей были заработаны в республиканских кинотеатрах, более 3 миллионов рублей в других регионах России. Не видите, что ли? Ну что, дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. И каждую неделю мы разыгрываем бесплатные билеты на культурные мероприятия нашей столицы. Вчера, если вы нас смотрели, мы разыгрывали билет на цирковое этношоу «Земля Мамонта», которое пройдет в эту субботу. А сегодня мы разыгрываем билет на концерт группы «Кватро». Условия также остаются прежними. Вы обязательно должны быть подписчиком нашего телеграм-канала «Утро Якутии», сделать репост поста с розыгрышем, ну и правильно ответить на наш вопрос. Самый быстрый, самый умный получит пригласитель на 2 персоны на замечательный концерт. А вопрос звучит следующим образом. Почему группа назвала себя «Кватрой»? Об этом они много рассказывали, некоторые СМИ даже писали статью, так что если вы ярый фанат, то должны знать ответ на этот вопрос. Вопрос мы уже записали в нашем телеграм-канале, ответы принимаем под этим постом, и первый, кто ответит правильно, получит от нас билет на этот концерт. Так что, друзья, мы желаем вам всех успехов. И продолжаем наш эфир далее. До новостей наши коллеги рассказали, как готовятся алданцы к Великой Пасхе, а именно жители поселка Лебединое. Раз уж мы начали тему еды, то сейчас мы это и продолжим. У нас на очереди наша рубрика «Полезный завтрак». Сейчас мы с вами приготовим брусничный таежный чай, рецепт от шеф-повара ресторана «Шатун» города Томот Алданского района Александра Харченко. Доброе утро, дорогие наши телезрители. И сегодня мы вам готовим замечательный таежный чай и таежный десерт. Для нашего десерта нам потребуется свежемороженая брусника. Насыпаем.
нашу креманочку. Всё. Сгущенное молоко. Кто как любит. Кто послаще, кто покислее. И посыпаем кедровыми орешками. Очень простой и вкусный десерт. А для чая нам потребуется таежного мед якутский, дикий шиповник, сушеная земляника, веточка иван-чая, и добавим немножко душицы. Всё. Заливаем кипятком. И все. Доброе утро и приятного чаепития. Как мы сказали ранее, сегодня отмечается Великая Пятница. А какие еще даты отмечены 14 апреля, мы узнаем в нашей рубрике «Даты и события». Сегодня в мире отмечают День внезапного смеха, День дельфинов и День Симмаргла, праздник огня. По народному календарю День памяти преподобной Марии Египетской. В народе святую называли «Марья, зажги снега», «Марья, заиграй овражки», «Марья, пустые щи» или «Марья, распусти огонь». Чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали за ночным небом. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое. Этот день в истории. В 1611 году на банкете, данном принцем Федерико Чези в честь Галилео, впервые прозвучало слово «телескоп». В 1687 английский король Яков II дал равные права католикам и протестантам. В 1848 в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью. В 1871 году в Германии основан парламент Рейхстаг. В 1908 году вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон». В 1927 сошел с конвейера первый автомобиль «Вольво» в шведском Гетеборге. В 1961 в Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР». В 1970-м произошла авария во время полета к Луне на американском пилотируемом космическом корабле «Аполлон-13». В 1978-м прошли массовые демонстрации с требованиями сохранения за грузинским языком государственного статуса в Тбилиси. В 1991-м похищено 20 картин из музея Ван Гога в Амстердаме стоимостью $500 миллионов, однако они были найдены через 35 минут. В этот день родились. В 1862 году родился Петр Столыпин, русский государственный деятель, инициатор аграрной реформы. В 1892 Клэр Винзер, американская актриса немого кино. В 1923 году родилась Лидия Вертинская, советская и российская актриса, художник. Сегодня именины у Макара, Ивана, Сергея, Марии и Ефима. Тем временем у наших коллег, которые сейчас в Алданском районе, в поселке Лебедином, утренняя прогулка по поселку. Давайте узнаем, где они сейчас находятся. Руслан, Даша, вы на связи. Доброе утро еще раз, мои дорогие коллеги, ну и наша любимая республика. Мы находимся на центральной улице поселка Лебединый. И рядом с нами сейчас находится человек, у которого утро начинается задолго до нашего эфира. И уже вот в это время она вот такая вся нарядная, счастливая, идет на свое рабочее место. Давайте познакомимся. Рядом с нами глава городского поселения поселок Ленинский Светлана Ивановна Гордиенко. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые якутяне. Мы рады приветствовать вас на нашей земле городского поселения Ленинский, в который входит 4 населенных пункта. 2 поселка Ленинский, Лебединый и 2 села. Это Якакут и Первый Арачон. Численность нашего поселения на сегодня составляет 2503 человека. История
нашего поселения очень знаменитая. Допустим, в поселке Лебединый, в котором мы сейчас находимся, идем по центральной улице. 95 лет в прошлом году мы отметили. История поселка берет начало с 27 года. Здесь живут в основном жители золотопромышленной Лебединской золотоизвлекательной фабрики, которая закрылась, к сожалению, в 1991 году. И с тех пор каких-то градообразующих предприятий в поселке не осталось. В основном представлена сфера социальное, образование, медицина, культура и службы ЖКХ. Ну, то есть поселок все равно не умирает, да, он развивается. Мы видим очень много здесь людей по улицам сейчас в столь ранний час ходят, да? Да, численность поселка Лебединый на сегодня 903 человека. Поселок живет и будет жить, мы надеемся, уверены в этом. Вот. Наш поселок красив, богат. Истории, как я сказала, но самое достояние – это вот обилие снега. Мы идем с вами сейчас по улице Октябрьской, видим снежные сугробы, которые достигают от 1,5 метров до 2,5, где-то, может быть, и больше. Это при всем, что мы уже в феврале месяце сделали одну вывозку снега, делали в крышу. Вот. Но, к сожалению, снега столько. У нас снег лежит с мая, то есть в мае еще лежит, в сентябре уже лежит. Уже лежит, да, вот что. То есть вот Поэтому, казалось бы, снег, мы говорим, это достояние, потому что он защищает нас от сильных морозов. Все-таки зима у нас более мягкая, например, как в городе Тамоде или Куранахе, или в других северных районах, что позволяет нам заниматься огородничеством, потому что в зимний период не вымерзают многолетники, ягодники. Вот. В основном, конечно, население у нас, все имеют огороды, теплички, то есть помидоры, огурцы, перцы, картофель, все свое, ягоды свои. успевает вырасти. Да, но только не лениться, вот, трудиться. успеть посадить до 10 июня и до 10 сентября собрать урожай. Светлана Ивановна, а вот у вас, как у главы муниципалитета, с чего начинается ваше утро? Мое утро начинается, принимаю сразу, просматриваю соцсети, какие звонки поступили, сообщения. Вот, так как администрация находится в поселке Ленинский, это 24 километра от поселка Лебединый, поэтому, выезжая и проезжая через весь поселок, я всегда смотрю состояние дорог, проулков, горят ли фонари, успеваю его посмотреть. Вот. Также заезжаем в поселок Ленинский, проверяем, где что, вывезли мусор, есть ли собаки. Все эти вопросы на контроль сразу принимаются на планерке утренней решения, заявки делаются. Ну и так, собственно, 24/7 жители, особенность поселков маленьких в том, что мы знаем всех в лицо. Жители могут звонить на прямую линию главе, пожаловаться, лично, да? хоть вечер, хоть утро, хоть ночь. Поэтому чем можем, мы всегда помогаем, принимаем меры. Поэтому... Вы на связи 24/7. Да. А вот что вы обычно рассказываете людям, которые приезжают в ваш населенный пункт, да, и что для вас сегодня вот этот поселок? Но надо сказать, что я приехала из Донецкой области, город Волноваха, это мой родной город. Родители когда-то приехали в 1975 году на заработки, я была первоклассницей. То есть вся детство, юность, как говорится, отрочество, первая любовь. Замуж вышла, дети родились, выросли, уже разъехались. То есть я здесь около 50 лет, поэтому это моя малая родина. Я горжусь, что здесь прожила, внесла какой-то вклад в развитие истории поселка. Да, мы любим поселок. А если к вам приезжают гости из других регионов, первым делом что показываете, рассказываете? Мы рассказываем о том, какие люди, понятно, мы говорим, да, что много. Вот перед нами гора Рудная, можете посмотреть, да. Это месторождение Морозкинское. По прогнозам, уже по подтвержденным прогнозам, мне залегает 20 тонн золота. То есть с 24-25 года начнется строительство горно-обогатительного комбината. Это значит рабочие места. Чему мы тоже, конечно, рады. Хотя, сожалеем о том, что
нарушается экология, конечно, да, но отодвигаются места ягодные, грибные. А вот, к сожалению, за кучей не видно. Сейчас пройдем. Пройдемте. По правой стороне будет сзади голец лебединый. В народе мы называем гора Якутка. На обратной стороне прекрасное, уникальное место для развития горнолыжного спорта. И на сегодня мы знаем, что разрабатывается и готов уже проект по строительству горнолыжного комплекса. И в перспективе мы надеемся на то, что будет развит туризм. И мы всегда рады гостям. Приезжайте зимой, летом. Ну а мы, в свою Да. очередь, Да, я бы хотел даже добавить, я слышал, что на этой горе, вот с той стороны, да, снег не тает аж до мая месяца. Но более того скажу, вот если вы видите вот ложбина, и в июле месяце есть снег. То есть мы видим, что будущее у Лебединого есть, правильно? Да, строятся дома. Вон мы видим новостройки, да? И поэтому, конечно же, мы, Новые дома во-первых, хотим сказать о том, что мы как спальный район города. И для молодых семей мы, может быть, перспективнее в том плане, что у нас жилье подешевле. Новое, но подешевле, чем в городе. Ну что, спасибо большое за такую прекрасную утреннюю прогулку. Мы благодарим вас за ваш труд. Ну и, конечно, мы очень рады, что сегодня у нас была такая возможность посетить вот именно Лебединый поселок. Мы благодарим НВК «Саха», благодарим погоду. Прекрасное сегодня утро. И, конечно, приезжайте, будем рады всегда. Спасибо. Полина, тебе слово. Ребят, большое спасибо. Действительно интересная прогулка у нас с вами получилась. А мы продолжаем эфир и сейчас поговорим о домашних питомцах. Россияне стали тратить меньше денег на домашних животных. Так, за первые 2 месяца 2023 года траты россиян на товары для домашних животных сократились на 19-26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом уменьшилось количество покупок и снизился средний чек. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные разных платежных сервисов. Например, по информации Cloud Payments, в январе-феврале оборот товаров в данной категории на онлайн-площадках упал на 26%. Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова объясняет снижение среднего чека сокращением ассортимента диетических и лечебных кормов, стоимость которых была одной из самых высоких в категории. Эксперт прогнозирует, что общие продажи товаров для домашних животных по итогам 2023 года могут вырасти, способствует более активное местное производство и увеличение поставок импортных кормов, в том числе и дефицитного лечебного и диетического питания из Китая, Турции и Индии. А теперь в нашей рубрике «Мой питомец» узнаем, как ухаживать за ушками наших домашних питомцев. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать об уходе за ушами. Это очень немаловажный уход, так как неухоженные ушки питомца вызывают очень серьезные заболевания, такие как отит, пробки, воспаление, и в дальнейшем приходится очень много нам лечиться. В первую очередь мы обязательно должны следить за ушками наших питомцев. Мы должны протирать их обязательно лосьоном для чистки ушей и выщипывать лишнюю шерсть, которая забивает ушной проход и препятствует циркуляции воздуха. Для того, чтобы удалить лишнюю шерсть из ушного прохода, мы используем специальную пудру. Пудра наносится непосредственно в ухо. Пудра нужна нам не только для хорошего сцепления шерсти, но и для того, чтобы обеззаразить наши ушки после процедуры. Мы используем щипчики. Щипчики у нас продаются везде, поэтому это очень доступный такой инструмент. Мы удаляем нашу лишнюю шерсть и затем протираем ушко нашего питомца лосьоном. Не все любят эту процедуру, но собачки, которые приучены с раннего детства, со щенячества, они очень спокойно к этому относятся. В дальнейшем волос становится пушковый в ухе и очень легко удаляется. Намного проще предотвратить, чем потом лечить.
Если вы сами боитесь удалять шерсть из ушного прохода, то можете обратиться в ветеринарные клиники, либо в салоны для животных, где это делается очень легко, быстро и безболезненно. Март 2023 года был рекордным. Экстремально теплая снежная погода преобладала в течение месяца. В городе Якутске март этого года был самым снежным за всю историю метеонаблюдений. Высота снега по постоянной рейке составила 56 сантиметров. Снега выпало более чем 4 месячные нормы. Это абсолютный рекорд за все годы наблюдения. Ирина Григорьева разбиралась в тонкостях снега. Весна, снег и хорошее настроение. В детском саду «Росинка» во время утренних прогулок снежные батлы. В это время года снег старый, рассыпчатый и воздушный. Самое время слепить веселых снеговичков или просто поиграть в снежки. Вам нравится играть в снежки? Да! Если знаешь еще определение качества снега, то игра может быть очень забавной и, кстати, очень познавательной. Снег, он сам по себе может хранить тепло, он может менять цвет, приносить пользу и даже вред. Кому забава, а кому работа. Гидролог Вячеслав Шехиров идет на очередную точку, чтобы измерить снег. Именно в апреле гидрологи максимально часто начинают с помощью весового снегомера измерять плотность снега. Перед взвешиванием обязательно снегомер проходит контрольную проверку на 0, чтобы лишний снег не смог спутать данные. Мы погружаем его. Потом берем лопаточку, вот у нас специальная есть, и начинаем откапывать до низа, до основания, вплоть до земли, чтобы лопаточкой можно было подсечь нижнюю границу снегомера. Вес составляет 91. Через каждые 10 метров на маршруте специалисты переносной рейкой измеряют высоту снега, а уже через 100 метров измеряют плотность и по специальной формуле высчитывают, сколько запасов воды в слое снега. Такие замеры выполняются во всех метеостанциях и гидропостах Якутии и передаются в отдел гидропрогнозов. Эти данные потом превращаются в цифры, затем и в прогнозы, которые используются при прохождении ледохода. Метеорологи отмечают, в этом году побит максимум высоты снега в Якутске. 5 апреля этого года он составил 61 сантиметр. Предыдущие показания максимальной высоты снега были зафиксированы 16 лет назад, который составил 51 сантиметр. В марте, получается, по городу Якутску норма составляет 6 миллиметров. А в марте уже выпало 28. Это практически 5 месячных норм осадков выпало. Да? На апрель же у нас 8 миллиметров. Но уже за вот эти 10 дней, 11, выпало уже порядка 15 миллиметров осадков. То есть практически в два раза больше. Вот вообще, как создается вот такая красота, как снежинка, которая вот падает с неба и вот во все это превращается? Давайте мы будем делать снежинку, как раз поговорим об этом. Кстати, обратите внимание, нам пришлось несколько раз складывать наш лист бумаги, причем определенное количество раз, чтобы рисунок на снежинке повторялся симметрично со всех сторон. Природа создает снежинки примерно так же. Снег – объект исследований не только гидрологов, но и других ученых. Известный климатолог Никита Тананаев показывает на примере, как должна выглядеть идеальная снежинка. Предполагается, что в одном кубическом метре снега находится 350 миллионов снежинок, каждая из которых уникальна. Снег для климатологов хранит научную информацию. Глобальное потепление ведет к изменениям осадков, к обильным снегопадам и к повышению температуры. Классификация снежинок. Их 121, по-моему, вид. Некоторые из них представляют из себя просто столбики. Просто шестигранные столбики льда. Абсолютно симметричные. Это чистый лед. Некоторые снежинки имеют привычную нам форму. Это 6 лучиков. Дальше количество веточек, которые от них отходят, и потом дальше разветвляются также симметрично. Тут уже зависит от того, сухой это снег или влажный, какая была обстановка в воздухе. Любой ледник или снежный покров – это вода в замерзшем виде. Гляциология – это наука о природных льдах на поверхности Земли, в атмосфере и других оболочках.
Специалисты проводят снегомерные работы, исследуют лавины и наблюдают за покровом морского льда в Арктике. Марина Ананичева с 90-х годов занимается изучением ледников. Несколько раз приезжала в Якутию, изучала ледники в Сунтар-Хаята и часто выезжала на полевые экспедиции. Измерять осадки – это довольно трудно, а самое главное, что трудно их предсказывать. Температура гораздо легче, ее легче измерить и легче предсказать, то есть дать какой-то прогноз. Поэтому для того, чтобы нам понимать, давать какой-то прогноз на будущее, хотя бы на ближайшее будущее, необходима хорошая сеть наблюдений. И, конечно, касательно осадков, это необходимо уже применять различные моделирования для того, чтобы понять режим этих осадков. Изучение ледников и снежных покровов позволяет специалистам Института географии РАН строить правильные модели происходящих изменений и влияния на другие оболочки планеты, например, на рост уровня Мирового океана или на речной сток. Снег-снежок, наш лучший друг! Детский сад «Росинка» шумно и весело провожают зиму. Прогулка на свежем воздухе с подвижными играми очень нравится детям. Ведь бегать под хруст снега, когда ломаются снежинки, для детей это огромное удовольствие. Ирина Григорьева, Виктор Дьячковский, Григорий Охлопков, Якутск. Ну а самым смежным местом в Якутии, если бы у нас был такой рейтинг, назвали бы, наверное, Южную Якутию. Там снежные сугробы даже в обычные годы вырастают с размером с дома, а в снежные годы и того больше. Давайте узнаем у наших коллег, которые сейчас находятся в Алданском районе, чем же отличается снег там. Ведь мы все знаем, что именно там снег лежит до мая, а в некоторые годы и нередко еще и выпадает даже летом. Даша, Руслан, где вы сейчас находитесь? Руслан, кто бы мог подумать, что такая обыденная вещь, как снег, может быть разным. Вот для нас, для жителей Центральной Якутии, снег да снег, выпал и выпал. Да, немного порадовались, но оказывается, снег может быть разным. И сегодня я впервые увидела иной снег. Во-первых, он кристально белый, во-вторых, он необычно как-то воздушный, а еще его так много, просто нереально много снега. И мы по-прежнему в Якутии. Абсолютно верно. Если в Якутске в этом году выпало рекордно большое количество снега, впрочем, как и в Центральной Якутии, то что говорить об Алдане? Алданский район всегда славился огромным количеством снега. Это привлекает, конечно же, лыжников, горнолыжников, сноубордистов. А сегодня мы находимся на горнолыжной базе поселка Лебедино. И видите, как ребята, дети здесь занимаются. Да, я думаю, нужно узнать поподробнее об этом процессе, потому что очень интересно мне. Давай поговорим с тренером. И рядом с нами Ольга Сафронова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам о том, вообще, как появилась давно эта школа, потому что мы знаем, что история имеет такую свою интересную. Спортивная династия. Семейная. Лыжи у нас появились в поселке Лебедино в 80-е годы, и по сей день наши детки и поколение с поколения занимаются, и взрослые тренировались здесь, приезжали сборные России То есть такая знаменитая, да? Знаменитая база. Лыжная трасса, да. Хорошо. А как проходит тренировочный процесс у ребят? Интересно, сколько месяцев в году? Круглогодично? Круглогодично мы занимаемся. Снег у нас выпадает очень рано. В сентябре месяце мы уже встаем с детками на лыжи. И до середины мая где-то, наверное, мы катаемся. До мая месяца? До мая месяца, да, у нас. Очень интересно. То есть снег лежит прямо... Снег вот лежит, такой же? Да. У нас с сентября месяца закладывается, буранами закатывается трасса. И до середины мая, до 10 чисел где-то детки катаются. 9 месяцев в году получается. Нет. Летом мы не отдыхаем, летом мы работаем, у нас лыжи-роллеры, ездим в Алдан, тренируемся. То есть и летом отдыха нет? И летом отдыха нет. Круглый год сплошной труд. Вот такие малыши круглогодично занимаются, молодцы. Давайте, может, поговорим с кем-нибудь из ваших воспитанников? Так. Светлана есть у нас. Так. Здравствуйте. Знакомьтесь, как вас зовут? Меня зовут Света. Света, как давно ты занимаешься лыжным спортом?
Спортом я начала заниматься с детского сада. Уже на протяжении 11 лет я занимаюсь лыжными гонками. 11 лет занимаешься таким видом спорта. Какие навыки ты обрела? Возможно, как-то что-то качества какие-то поменялись в тебе? Может, в характере что-то изменилось? Ну да, характер более стал таким, ну, да, боевой такой стал, Выносливость появилась. Да. Ну а сегодня ты участвуешь в каких-то сборах, возможно, соревнованиях? Да, конечно, участвую в республиканских соревнованиях, которые у нас проводятся в городе, да. А будущее хочешь связать со спортом? Да. Да. То есть в будущем хочешь стать профессиональным спортсменом? Ну, есть мечта. А вопрос, Ольга Геннадьевна, а какими вот воспитанниками, вообще вот своими достижениями можете поделиться? У нас очень много воспитанников, призеров, чемпионов, призеров дальневосточных соревнований. Очень много перворазрядников, мастеров спорта, выпускников. Много выпустилось с нашего, так скажем, теплого гнездышка. Теплого гнездышка. Но мы сегодня видим очень много детей здесь на трассе, а в целом вообще вот что касается взрослых, взрослые бывают на лыжне? Взрослое население тоже у нас ходят на прокат, занимаются. Да, мне кажется, здесь это в крови, наверное, да? Да. Родился в Лебедином, значит, должен стать на лыжи. Да? Мне кажется, ну как упустить такой шанс, когда вокруг такой снег, когда вокруг такая потрясающая база, и еще и 9 месяцев в году можно спокойно заниматься. Нельзя упускать такой шанс. У нас здесь не только развивается лыжный спорт, да, но и горнолыжная база тоже существует. И в проекте мы думаем, что скоро будет там, наверное, курортный какой-нибудь городок. Ой, мы ждем. Да, мы ждем, мы даже вернемся, да, ради этого. Я думаю, утро Якутии вновь уже только будем на сноубордах стоять. Хорошо, но если небольшой такой инструктаж для начинающих, то, возможно, сегодня хочет приобщиться к такому движению, как лыжный спорт. Лыжи на нас, палки с нами. Как, если все-таки для себя любимого? Вот хочешь получить удовольствие от того, что окружает тебя? Просто можно погулять, наверное, по переменным ходам. Бесшажным, одношажным, по переменным. Хорошие слова все это. Так, переменный ход, это что? Так, ну мы, наверное, сейчас попрощаемся с нашими телезрителями. Желаем вам отличного, бодрого утра. Ну а мы сейчас свой заряд бодрости получим здесь, в поселке Лебединый, на этой замечательной лыжне. Так, показывайте. Вот так. Выходим. Так, давай. Иди за мной. Так. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Нерюнгринского района в зону проведения специальной военной операции. В Нерюнгре прошел торжественный митинг, прямо с которого 2 автомобиля УАЗ отправлены бойцам на передовую. Автомобили, доставленные из Якутска, в Нерюнгре они прошли ремонт, доработку, техническое обслуживание и подготовку к тяжелым условиям. Также вместе с автомобилями, мобилизованными и военнослужащими из Нерюнгри, бойцам группы «Шторм» собраны посылки с продуктами питания, личными вещами и предметами первой необходимости. Гуманитарная помощь это была сформирована Народным фронтом города Якутска, нашим боевым товарищем, ветераном Афганистана Лютым Валерием, который направился здесь. Приняли здесь фонд «Патриот» и казачье общество поселка Чульман, которые собрали их, провели технический осмотр, обслуживание и подготовили к отправке на передовую. Бесплатную вакцинацию кошек и собак организуют 15 и 22 апреля в рамках акции «Бешенству нет» в столице республики, ее пригородах, а также в Жатае. Ветеринары в эти дни будут работать с 10 до 15 часов во временных пунктах. Вакцинацию домашних питомцев против бешенства проведут антирабической инактивированной сухой вакциной Щелково-51 и Робикан. Также специалисты могут оказать и платные ветеринарные услуги. Чипирование, вакцинацию комплексной вакциной Мультикан-8 против чумы, аденовирусной инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак.
Благоустройство территории в городе или селе будет зависеть от голоса каждого якутянина. Стартует всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году. В этом году Якутия представит в голосовании 50 территорий в 21 населенном пункте. По условиям принять участие в отборе территории могут все граждане от 14 лет. Каждый участник сможет выбрать одну территорию благоустройства относительно своего места и адреса проживания. Ознакомиться с проектом и отдать свой голос за понравившийся объект можно будет с 15 апреля по 31 мая на всероссийской платформе 14городсреда.ру. Федеральный проект формирования комфортная городская среда входит в национальный проект «Жилье и городская среда». В рамках данной программы мы благоустраиваем дворовые и общественные территории по республике Саха-Якутия. Жителям поселений и городов, где проходит голосование, необходимо выбрать ту или иную территорию, которая будет благоустроена в 2024 году в рамках формирования комфортной городской среды. Так у нас, допустим, в прошлом году проголосовало 76 тысяч граждан. В 2023 году в России отпразднуют столетие отечественного волейбола. Правительству при этом поручено обеспечить финансирование торжественных событий и представить предложение о награждении государственными и ведомственными наградами выдающихся спортсменов, тренеров, медицинских работников и других лиц, внесших значительный вклад в развитие волейбола в России. Напомним, Международная федерация волейбола приняла решение отменить чемпионат мира в стране, который должен был пройти в 2022 году в 10 городах России. К этому часу это все новости. Хорошего дня. На телеканале «Якутия-24» продолжается голосование за участников республиканского песенного телепроекта «Вот это да». Сегодня последний день приема голосов. В этот раз наши телезрители решают судьбу конкурсантов из Ниренгринского района. Напомним, проголосовать можно с любого телефона неограниченное количество раз, отправив на номер 5533 слово «Ход», указав через пробел номер понравившегося участника. Голосование закончится уже сегодня в 20:00 по времени города Якутска. И в это воскресенье мы узнаем выбор наших телезрителей. Имя человека, который пройдет в финал от Ниренгринского района по зрительскому голосованию. Также в это воскресенье мы увидим конкурсантов уже из Ленского района. Самое время подводить итоги розыгрыша. Сегодня мы разыгрываем билет на концерт группы «Кватро». И вопросом нашим было, почему именно так называется эта группа. У нас выявился победитель, который правильно ответил и соблюл все необходимые условия. Алексей К. Никнейм в телеграм-канале. С вами свяжется наша редакция и сообщит, где и как вы можете получить свой подарок. Мы, конечно же, вас поздравляем и прощаемся с вами в эту пятницу. Хороших выходных.